Слово для выступления предоставляется представителю президента в Конституционной палате Касымбекову Нурбек Атиевичу. Уважаемый суд, ходатайство заявителей считаем необоснованными по следующим основаниям. Заявитель Жолдашалиев указывает о нарушении части 3 статьи 5 Конституции. Она указывает, что у Генеральной прокуратуры отсутствует такое полномочие, как защита чести и достоинства президента. И приходит к выводу, что законодатель наделил Генеральную прокуратуру вышеуказанным полномочием в нарушении статьи 104 и части 3 статьи 5 Конституции. Часть 3 статьи 5 Конституции предусматривает, что должностные лица не могут выходить за рамки полномочий, определенных Конституцией и законами. Оспариваемые нормы соответствуют Конституции, поскольку пунктом 4 статьи 104 Конституции на прокуратуру возложено представительство интересов гражданина или государства в суде в случаях, определенных законом. Заявитель Жолдашалиев указывает о нарушении абзаца 2 части 2 статьи 16 Конституции, согласно которой никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств. Чтобы уяснить смысл понятия дискриминации, следует обратиться к правовым позициям Конституционной палаты. Так, в решении от 30 апреля 2014 года Конституционная палата указала, что Кыргызская республика устанавливает запрет дискриминации как явление неоправданно ограничивающего или лишающего права человека по определенному признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств. В решении от 16 ноября 2016 года Конституционная палата указала, что под конституционным принципом недискриминации понимается конституционный запрет ограничения или ущемления прав и свобод, законных интересов личности в зависимости от ее природных или социальных особенностей. В оспариваемых нормах отсутствует каких-либо запретов, ограничивающих или лишающих права человека по определенному признаку, а также отсутствуют запреты, ограничивающие или ущемляющие права, свободы и законных интересов личности в зависимости от ее природных или социальных особенностей. Совокупное рассмотрение оспариваемых норм и норм абзаца 2, часть 2 статьи 16 Конституции показывает, что между ними не имеется никаких противоречий. Оспариваемая норма регулирует только обязанности генерального прокурора, как должностного лица государственного органа и его права при представительстве интересов президента Кыргызской республики в суде. Заявитель считает, что оспариваемая норма закона противоречит части 3 статьи 16 Конституции. Любое государство наделяет некоторую категорию лиц исключительными правами и привилегиями, тем самым показывает, что данные лица являются особо значимыми для государства и общества. К ним, как правило, относятся главы государств, депутаты парламента, судьи, дипломаты и другие. Правовой статус гражданина, занимающего должность президента, существенно отличается от правового статуса других граждан. Президент является главой государства и олицетворяет единство народа и государственной власти, является главнокомандующим вооруженными силами Кыргызской республики. Наряду с Жогорку Кеңешем Кыргызской республики представляет и обеспечивает власти народа, подписывает и обнародует законы, представляет Кыргызскую республику внутри страны и за ее пределами, возглавляет Совет Безопасности. Указы и распоряжения президента обязательны для исполнения на всей территории Кыргызской республики. В период осуществления своей деятельности президент подвергается многочисленным нападкам со стороны различных социальных и политических групп. Эти нападки выражаются не только в виде критики деятельности президента, а также в распространении ложной информации, откровенно порочащих и унижающих честь и достоинство президента.
Как известно, распространение информации, порочащих честь и достоинство президента, может нанести вред не только ему, как личность, а также может нанести урон имиджу целому государству и народу Кыргызстана, поскольку он является главой государства, поскольку он представляет государство и народ Кыргызстана внутри страны и за ее пределами. Народ Кыргызстана избирает президента на 6 лет для того, чтобы он достойно выполнял свои конституционные полномочия на этот период и приложил все свои силы на стабильное развитие страны, а не для того, чтобы он в течение 6 лет занимался защитой чести и достоинства президента в судах. Отсутствие должностного лица государства, занимающегося защитой его чести и достоинства президента, не позволит президенту полноценно осуществлять свои конституционные полномочия, так как он будет вынужден тратить больше времени, сил на тяжбы в судах защиту своей чести и достоинства. Защита чести и достоинства президента не является личной привилегией, а имеет публично-правовой характер, призвана служить публичным интересам, обеспечивая главе государства повышенную гарантию закона в силу осуществляемых им государственных функций. В своем решении от 6 ноября 2013 года Конституционная палата отметила, что честь и достоинство занимают первое место среди неимущественных прав и требуют эффективной защиты. В силу публичности деятельности президента защита его прав и свобод имеет свои особенности. Защиту чести и достоинства президента в суде законодатель возложил на генерального прокурора, поскольку генеральный прокурор в силу своих функций и полномочий может обеспечить эффективную защиту чести и достоинства президента в суде. В решении от 13 января 2014 года Конституционная палата указала, что процессуальный иммунитет не означает приобретение такими лицами персональных привилегий, а является гарантией эффективности выполнения ими важнейших государственных и общественных функций. В решении от 8 апреля 2015 года Конституционная палата указала, что конституционный принцип, предполагающий равный подход к формально равным субъектам, не обусловливает необходимость предоставления одинаковых гарантий лицам, относящимся к разным категориям, а равенство перед законом не исключает фактических различий и необходимости их учета законодателем. В решении от 3 октября 2018 года Конституционная палата указала, что в силу содержания и характера задач, возложенных на главу государства, их полноценное и эффективное выполнение возможно лишь при предоставлении ему соразмерных гарантий независимости и правовых средств защиты. Суть независимости президента заключается в создании таких условий, при которых он будет реальную возможность свободно и независимо принимать решения и действовать без постороннего вмешательства во благо всего общества, подчиняясь только Конституции и законам. Следовательно, считаем необоснованными доводы заявителей о том, что честь, достоинство и репутация президента должны защищаться в общем порядке. Заявители считают, что законом заложена основа для применения мер, которые представляют собой ограничение прав и свобод человека и гражданина, что представляет собой прямое нарушение части 3 статьи 20 Конституции, которая запрещает устанавливать ограничения прав и свобод в иных целях и в большей степени, чем это предусмотрено Конституцией. В оспариваемых нормах мы видим отсутствие каких-либо норм, ограничивающих права и свободы человека и гражданина. Как указано выше, оспариваемые нормы регулируют только обязанности генерального прокурора и его права. Следовательно, не имеется противоречия между оспариваемыми нормами и частями 2 и 3 статьи 20 Конституции. Заявители считают, что оспариваемые нормы противоречат части 2 статьи 31 Конституции, согласно которой каждый имеет право на свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати. В качестве своих доводов приводят рекомендации различных международных организаций, которые касаются прав на свободу выражения мнений. Однако и в рекомендациях международных организаций говорится только о праве выражения мнений в части критики деятельности публичных лиц. Следует различать критику деятельности публичных лиц от распространения ложных сведений,
порочащих честь и достоинство публичных лиц. Так, в упоминаемом пункте 38 замечания общего порядка Комитета ООН по правам человека номер 34 от 12 сентября 2011 года Комитет по правам человека выразил обеспокоенность в связи с законами таких стран, как Того, Доминиканская республика, Гондурас, Замбия, Коста-Рика, Тунис, а не Кыргызской республики. Более того, в пункте 47 указанного замечания говорится, во все такие законы, в частности уголовные законы, касающиеся клеветы, следует включить такие формы защиты, которые отвечают интересам правдивости, и они не должны применяться по отношению к таким формам выражения мнений, которые по своей природе не могут быть проверены. Государствам-участникам следует рассмотреть возможность исключения клеветы из разряда преступлений, но в любом случае уголовное законодательство должно применяться лишь в связи с наиболее серьезными случаями, а лишение свободы ни при каких условиях не должно считаться адекватной мерой наказания. Таким образом, Комитет ООН по правам человека рекомендует привлечь к уголовной ответственности за клевету иными видами наказания, кроме лишения свободы. Заявители из текста Декларации о свободе политической дискуссии в СМИ, принятой Комитетом министров Совета Европы от 12 февраля 2004 года, указали только нужные им слова, приводят в качестве своих доводов. И указывает, в указанном документе провозглашается, что политические деятели не должны пользоваться большей защитой своей репутации и прав, чем другие граждане. Для понимания сути рекомендаций следовало бы привести полный абзац этого документа. Я приведу. Политические деятели не должны пользоваться большей защитой своей репутации и прав, чем другие граждане. И поэтому в соответствии с нормами национального законодательства за критику политических деятелей к СМИ не должны применяться более суровые меры наказания. Этот принцип также распространяется на государственных должностных лиц. Отступление от него допустимо лишь в строго ограниченных случаях, когда это необходимо в интересах надлежащего осуществления государственными должностными лицами своих полномочий. Как мы видим, указанная декларация допускает защиту репутации политических деятелей, когда это необходимо в интересах надлежащего осуществления государственными должностными лицами своих полномочий. Также неприемлема для Кыргызской республики резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ на пути к отмене уголовной ответственности за диффамацию от 2007 года. Во-первых, эта резолюция призвала государств-членов Совета Европы отменить уголовную ответственность за диффамацию в виде лишения свободы, а также совершенствовать законодательство, связанное с диффамацией. А Кыргызская республика не является членом Совета Европы. Во-вторых, в Кыргызской республике отсутствует уголовная ответственность за диффамацию, поскольку, согласно части 5 статьи 33 Конституции Кыргызской республики, никто не может быть подвергнут уголовному наказанию за распространение информации, порочащей или унижающей честь и достоинство личности. Следует отметить, что до настоящего времени из 47 государств-членов Совета Европы только 14 государств отменили уголовную ответственность за диффамацию. Это в основном бывшие коммунистические страны: Румыния, Босния и Герцеговина, Македония, Черногория, Эстония, Молдова, Украина, Армения, Грузия, а также Великобритания, Ирландия, Кипр, Норвегия, Франция. А остальные 33 государства-члены Совета Европы до сих пор не отменили уголовную ответственность за диффамацию. Это Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Польша, Португалия, Россия, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Швеция, Швейцария, Финляндия, Хорватия и Чехия. За распространение сведений, порочащих честь и достоинство главы государства, предусмотренная уголовная ответственность в виде лишения свободы в Бельгии
от 6 месяцев до 3 лет. В Германии от 3 месяцев до 6 лет. В Италии от 1 года до 5 лет. В Нидерландах от 5 до 5 лет. В Польше до 3 лет. В Испании от 6 месяцев до 2 лет. В Швеции до 6 лет. В Турции от 1 года до 4 лет. Указанное свидетельствует о том, что законодательство Кыргызской Республики более либеральное и гуманное в этой части, чем законодательство развитых демократических стран. Ссылка заявителей на рекомендации отчета второго раунда мониторинга Кыргызстана в рамках Стамбульского плана действий является необоснованной, поскольку Стамбульский план действий по борьбе против коррупции является частью сети Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии. Кыргызстан не является участником Конвенции об Организации экономического сотрудничества и развития от 14 декабря 1960 года и не является членом Организации экономического сотрудничества и развития. Заявители приводят пример некоторые решения Европейского суда по правам человека, которые касаются свободы слова и свободы выражения мнения. Кыргызстан не является участником Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, являющегося основой деятельности Европейского суда по правам человека. Вместе с тем, тот же Европейский суд по правам человека в своих решениях отмечает, что право на честь и достоинство представляет собой одно из ограничений свободы выражения мнений. Так, в деле Прагер и Обершлик против Австрии от 26 апреля 1995 года суд посчитал, что осуждение журналиста и издателя за порочащие комментарии в адрес судьи не является нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Несмотря на роль, которая отводится прессе в правовом государстве, она обязана придерживаться определенных рамок. Крайне жесткая критика, высказанная заявителем по поводу личных и профессиональных качеств судьи, не была проявлением доброжелательности, не отвечала нормам журналистской этики. В этих условиях суд посчитал, что назначенное наказание не было несоразмерным защите репутации другого лица и защите авторитета судебной власти. В деле Пфайфер против Австрии от 15 ноября 2007 года суд считает, что репутация составляет часть идентичности личности и ее психологического здоровья, и таким образом относится к частной жизни личности, даже если критика выражена в контексте общественной дискуссии. Свобода выражения мнений также предполагает и налагает обязанности, связанные с осуществлением этого права. Свобода выражения мнений не означает свободу злоупотреблять правом и порочить. Любое неуместное применение этой свободы, посягающее на честь и достоинство человека, недопустимо. В этой связи процитирую правовую позицию Конституционной палаты от 6 ноября 2013 года. Каждый человек, пользуясь гарантированными Конституцией Кыргызской Республики и международными договорами, правами и свободой, должен отказаться от действий, ущемляющих или умаляющих права и свободы других людей. В соответствии с этим, каждый человек имеет право требовать от физических и юридических лиц воздержаться от действий, порочащих их честь и достоинство. Право свободно искать, получать и распространять всякого рода информацию, право ее распространения разными законными способами должно реализовываться, основываясь на принципах защиты прав граждан и недопущения их нарушения. В положениях Конституции Кыргызской Республики гарантировано, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, на защиту чести и достоинства. Не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о частной жизни человека без его согласия. При таких обстоятельствах каждый человек должен иметь действенные механизмы для защиты своих чести и достоинства. В соответствии с пунктом статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, пользование
правом на свободу выражения налагает особые обязанности и особую ответственность. Оно может быть, следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, однако, должны быть установлены законом и являются необходимыми для уважения прав и репутации других лиц, для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения. В соответствии со статьей 23 Закона Кыргызской Республики о средствах массовой информации. В средствах массовой информации не допускается посягательство на честь и достоинство личности. В соответствии со статьями 6 и 7 Закона Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста не допускается использование прав журналиста в целях фальсификации общественно значимых сведений, распространения слухов под видом достоверных сообщений. При осуществлении профессиональной деятельности журналист обязан проверять достоверность подготавливаемых материалов и сообщений, уважать права и свободы, честь и достоинство личности. Никто не должен злоупотреблять свободой выражения мнений, нарушая при этом право на неприкосновенность частной жизни, на защиту и честь и достоинства, гарантированной статьей 29 Конституции. Граница права на свободу выражения мнений заканчивается там, где начинается право на неприкосновенность частной жизни, на защиту чести и достоинства личности. Никоим образом право на свободу выражения мнений не перевешивает или не имеет приоритет над правом на защиту чести и достоинства личности. Рассмотрение сравнения части 2 статьи 31 Конституции и оспариваемых норм закона приводит к пониманию, что последние не могут не соответствовать им, поскольку никоим образом не касаются их положений и не затрагивают каких-либо прав и свобод в этой связи. Оспариваемые нормы регулируют только защиту чести и достоинства президента, устанавливает, кто находится под защитой государства, в каких случаях генеральный прокурор обязан обратиться в суд за защитой чести и достоинства президента, его права в суде. И не регулирует право на свободу выражения своего мнения, свободу слова и печати. Таким образом, заявители необоснованно считают, что оспариваемые нормы нарушают части 3 статьи 31 Конституции. Заявители Алагушев, Алишева, Усенова, Исаева приходят к выводу о том, что оспариваемые нормы не соответствуют положениям статьи 60 Конституции, формирующим правовой статус президента. Они утверждают, что президент – это конституционно установленный орган, институт государственной власти, который, являясь субъектом публично-правовых отношений, а не частных, не может обладать честью и достоинством, так как эти категории относятся к личным неимущественным правам граждан. Также они отмечают, что прекратившее действие Конституции от 1993 года провозглашала честь и достоинство президента охраняются законом. А сам закон о гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики был принят и вступил в силу в 2003 году, то есть в период действия старой Конституции и до одобрения действующей редакции Конституции. В новом основном законе конституционная основа для специального инструмента защиты репутации президента полностью изъята. Конституция не устанавливает каких-либо специальных принципов защиты репутации президента. Такие утверждения заявителей неубедительны по следующим основаниям. Во-первых, статья 60 Конституции гласит, что президент является главой государства. Президент олицетворяет единство народа и государственной власти. Указанная статья Конституции регулирует статус только самого президента и отвечает на вопрос, кем он является и что он олицетворяет. А оспариваемые нормы закона регулируют защиту чести и достоинства президента. Во-вторых, доводы вышеуказанных заявителей выступают в противоречие с доводами заявителя Жолдашалиевой, которая отмечает, что при рассмотрении вопроса защиты чести и достоинства президента следует отделять президента как конституционный орган власти и президента как физическое лицо, занимающее данную должность. Поскольку должность президента как конституционного органа власти занимает конкретное физическое лицо, личность, человек, гражданин, ему также может быть нанесен нравственный вред в результате клеветы и оскорбления его чести и достоинства. Соответственно, несмотря на то, что президент – это конституционно установленный орган, институт государственной власти и является субъектом публично-правовых отношений, он как
конкретное физическое лицо, личность, человек-гражданин, может обладать честью и достоинством. В-третьих, отсутствие в действующей Конституции норм, предусмотренных в Конституции от 1993 года, не означает, что не должно быть каких-либо инструментов защиты чести и достоинства президента. Сами же заявители подчеркнули, что согласно части 5 статьи 1 Закона Кыргызской Республики о введении в действие Конституции Кыргызской Республики, законы и другие нормативные правовые акты, действовавшие до вступления в силу Конституции, применяются в части и не противоречащей. Поскольку закон о гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики не противоречит действующей Конституции, следовательно, он должен применяться. В-четвертых, Конституция как основной закон государства регулирует основу государственного строя, систему высших государственных органов, порядок их формирования, их функции и компетенции, права и свободы человека и гражданина, все другие вопросы жизни общества и государства, в частности, порядок защиты чести и достоинства президента, должны регулироваться законами и иными нормативными правовыми актами. Следует также отметить, что и редакция Конституции от 1993 года не устанавливала каких-либо специальных принципов защиты чести и достоинства, а только устанавливала отсылку к закону. Таким образом, нет никаких обоснований того, что оспариваемые нормы не соответствуют положениям статьи 60 Конституции. Заявитель Джолдошалиева полагает, что оспариваемая норма противоречит и части 3 статьи 99 Конституции, которая гласит, что судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон, необоснованно предоставляет привилегии президенту. Совокупное рассмотрение оспариваемых норм и части 3 статьи 99 Конституции показывает, что между ними не имеется никаких противоречий. Оспариваемые нормы обязывают генерального прокурора обратиться в суд от имени президента за защиту его чести и достоинства, а также определяют его права. А часть 3 статьи 99 Конституции устанавливает только принципы судопроизводства, состязательность и равноправие сторон. Участие генерального прокурора в качестве законного представителя президента не может считаться нарушением равноправия сторон. Прокурор участвует в гражданском судопроизводстве, представляя интересы гражданина или государства, поддерживает государственное обвинение в уголовном судопроизводстве. Правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Стороны пользуются равными процессуальными правами и несут равные процессуальные обязанности. Часть 5 статьи 40 ГПК Кыргызской Республики. В этой связи нет никаких оснований считать, что нарушается равноправие сторон. Если заявители считают, что есть коллизия между ГПК и УПК и оспариваемыми нормами закона, она не должна быть предметом конституционного судопроизводства. Заявитель отмечает, что статья 104 Конституции не предусматривает в числе полномочий Генеральной прокуратуры представительства интересов президента по защите чести и достоинства. По их мнению, полномочия прокуратуры сводятся к представительству интересов отдельных граждан или государства в целом, но не его органов и институтов. Норма Конституции не отождествляет интересы государства и интересы президента, а тем более защиту чести и достоинства. Они приходят к выводу, что законодатель наделил Генеральную прокуратуру полномочием в нарушение статьи 104 Конституции. Эти доводы считают несостоятельными по следующим основаниям. В соответствии с пунктом 4 статьи 104 Конституции на прокуратуру возложено представительство интересов гражданина или государства в суде в случаях, определенных законом. А оспариваемые нормы закона предусматривают о представительстве интересов президента, то есть гражданина, занимающего должность президента. В соответствии с частью 4 статьи 48 ГПК Кыргызской Республики прокурор вступает в процесс в случаях, указанных в законе. Таковым законом является закон Кыргызской Республики о гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики. Соответственно, оспариваемые нормы закона полностью соответствуют статье 104 Конституции. Как правило, Конституция устанавливала ключевые полномочия прокуратуры. Все остальные вопросы, такие как
интересы каких граждан должен представлять прокуратура, правовой статус этих граждан, их дееспособность и другие вопросы. По собственной инициативе или по просьбе граждан прокуратура участвует. В каких делах прокуратура может участвовать? В делах по защите чести и достоинства и другие дела. Процессуальные права и обязанности прокурора. Процессуальные действия и решения прокурора. А также другие механизмы реализации конституционных полномочий прокуратуры регулируются законами и иными нормативными правовыми актами. Следовательно, несостоятельный довод о том, что статья 104 Конституции не предусматривает в числе полномочий Генеральной прокуратуры представительств интересов президента по защите чести и достоинства. В связи с вышеизложенными считаем, что статья 4 Закона Кыргызской Республики о гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики не противоречит части 3 статьи 5, частям 2, 3 статьи 16, части 2, 3 статьи 20, части 2 статьи 31, статье 60, части 3 статьи 99, статье 104 Конституции Кыргызской Республики. Спасибо. У меня все.